Ассаламу алейкум, журналисты. Добрый день, уважаемые журналисты. Тема сегодняшней пресс-конференции «Кто виноват в срыве тендеров на закупку казахского и кыргызских углей на ТЭЦ города Бишкек и угольная афера Ауэ-Электрической станции, ущерб, который составляет более 300 миллионов сомов». И заявление, мы сделали небольшое заявление о принятии мер именно коррупционерам, которые работают в энергосистеме, топ-энергетическом комплексе. Значит, уважаемые журналисты, вкратце понимаете хронологию. Дело в том, что было ясно, именно вопрос будет идти о количестве угля и, значит, о сумме. Дело в том, что вы знаете, что Ауэ-Электрические станции на 2014-2015 годы, отопительный зимний период, они заложили 1 миллион 30 тысяч тонн угля. Из них 630 тысяч тонн угля это казахского угля. Дело в том, что почему казахского угля? Потому что значит, планируют закупить каменный уголь марки Д, ДР и Г. Естественно, значит, каменный уголь на севере республики у нас не добывается. И переброска каменных углей с юга республики из-за высоких транспортных расходов, значит, она невыгодна и нецелесообразна. И поэтому речь идет в основном о казахском угле. Как вы знаете, 350 тысяч тонн угля значит, заложено для покупки ТЭЦ города Бишкек. Это Кавакское месторождение, это север республики. И 50 тысяч тонн угля, это с Таскумырского месторождения, каменного угля марки ДСШ. Значит, в общем значит, получается, что именно осенне-зимний период на ТЭЦ города Бишкек Ауэ-Электрическая станция планирует 1 миллион 30 тысяч тонн угля. И бурого, и каменного угля. Значит, понимаете, я вот постараюсь вам сделать вот его казахские и кыргызские угли сделать, чтобы вы поняли, мы говорим о дискриминации значит, местных товаропроизводителей. И в процессе значит, его вот, сегодняшней пресс-конференции вы в этом убедитесь, почему происходит дискриминация кыргызских товаропроизводителей. Первый тендер на закупку угля на ТЭЦ города Бишкек в объеме 603 тысяч тонн угля, каменного угля марки Д, ДР и Г, это естественно казахского угля, было объявлено 24 марта 2014 года. Первый тендер. Как вы знаете, первый тендер участвовало 3 компании. Это ОСО Прогресс Компани, ТОА Дарсан Коммур и ТОА Далин. Я почему говорю вот именно в этом, во времени, да? А вот первый тендер на проведение тендера на закупку угля на ТЭЦ города Бишкек в объеме 350 тысяч тонн с Кавакского угольного месторождения марки Б было значит, его проведено только 8 июля 2014 года. По истечении 4 месяцев проводят тендер на закупку местных углей. Значит, в первом тендере покупки казахстанского угля в объеме 63 тысяч тонн участвовало 3 компании. Значит, компания ОСО Прогресс Компани, значит, его планируемая сумма, они запрашивают на 630 тысяч тонн угля сумму 35 миллионов 884 800 долларов США. Это составляет в суммах 1 миллиард 955 миллионов 64 тысячи 980 сомов по курсу на 24 марта 2014 года по курсу Национального банка Кыргызской республики 1 доллар 54 сома 48 тиынов. Я почему это озвучу, потому что Ауэ-Электрические станции в конце сказали, что почему повышается планируемая сумма, они сказали, что именно из-за повышения курса доллара они повышают планируемую сумму. Уважаемые журналисты, потом в процессе конференции вы это поймете. ТО Дарсан Коммур 32 миллиона 760 тысяч долларов, что составляет 1 миллиард 784 820 тысяч сомов. ТОА Далин, это казахская компания, 31 миллион 500 тысяч долларов, что составляет 1 миллиард 133 миллиона 550 тысяч сомов. А планируемая сумма АО станции была 1 миллиард 389 миллионов 150 тысяч сомов. В первом тендере они запланировали вот такую сумму. Второй тендер проходит, там уже участвуют 4 компании. 3 прежние компании, Прогресс Компани, та же сумма. Дарсан Коммур предлагает ту же сумму. Адалин предлагает ту же сумму. Появляется 4-я компания, Джисказган Энергосбыт,
значит, она предлагает 26 миллионов 460 тысяч долларов, значит, его, на ДАФ луговая, что составляет, значит, 1 тонну 42 доллара. Потому что вы знаете, что иностранные компании, они являются нерезидентами Кыргызстана. Естественно, они цены ставят на границе. А вы знаете, что у нас по железной дороге у нас ДАФ луговая является, значит, граница между Казахстаном и Кыргызстаном. И нерезиденты, ТО Адалин и Дарсукомыр, они определяют цену 1 тонны угля, значит, его, на ДАФ луговой. Значит, проходит третий тендер. Значит, я вам скажу, хотел бы сказать, что почему первый тендер не прошел. Потому что первый тендер не прошел, потому что прежде всего планируемая сумма, которую, значит, предлагали поставщики, она была намного выше, чем был бюджет, заложен в бюджете Ауэлектрической станции. Это одно, а с другой стороны, Дарсанкомыр и Адалин, они не представили ГОТЗ. Имеется в виду гарантийное обеспечение тендерных заявок. Это является одним из основных условий, потому что вы знаете, что ГОТЗ составляет от 1% до 2% от общей стоимости, значит, сделки, от общей стоимости суммы закупки. Вот второй тендер, то же самое, я же говорю, 4 компании участвовали, то же самое Progress Company определили ту же сумму. Дарсанкомыр и ТО Адалин, я вам однозначно скажу, это эти компании были постоянные фирмы, потому что они практически участвовали для того, чтобы было проведение тендера. Это сама схема так заложена, потому что 2-3 компании должны участвовать. И они участвовали и никогда не меняли сумму. В дальнейшем тоже вы в этом убедитесь. И получается так, что я был наблюдателем всех трех тендеров, и первого, второго, и третьего. И поэтому я могу официально вам заявлять, какие были нарушения при проведении этих тендеров. И получается, что Джесказлян-Энергосбыт предложил на ДАФ луговая 1 тонну, за 1 тонну 42 доллара. А ОСО Progress Company предложила на ДАФ луговая 42 доллара 79 центов. Естественно, здесь руководство Ауэлектрической станции, значит, лоббировали интересы Progress Company, и они уже заключили договор, и они представили, значит, решение тендерной комиссии Министерства финансов. Как вы знаете, Министерство финансов является уполномоченным органом по государственным закупкам. Там, значит, есть управление по государственным закупкам. Там руководителем является Акджигит Улумелис, и поэтому они дают отрицательное заключение, что грубо нарушены условия тендеров, о том, что планируемая сумма превышает бюджет АО станции, и на этом основании фактически было уже заключено между Progress Company и АО Электрической станции был заключен договор. И по подсчетам, вот мы посчитали, значит, если на ДАФ луговая, значит, средняя цена, значит, по мониторингу составляет 34-38 долларов, то они покупают по 42 доллара. Естественно, ущерб составляет 310 миллионов сомов. 310 миллионов сомов из-за того, что АО Электрическая станция покупает уголь в объеме 603 тысячи тонн угля у частной кыргызской посреднической компании Progress Company. Значит, третий тендер проходит уже, значит, участвуют все 4 компании. Только добавляется еще одна компания, это компания ТО Майкубен Вест. Казахстан, Павлодарская область, Баянаульский район, село Шоптук-Коль. Значит, что происходит здесь? Дело в том, что уже третий тендер, уже времени практически не осталось, и поэтому руководство АО Электрической станции во главе коммерческим директором Имамом Кемербековым, они едут в Казахстан, значит, для того, чтобы переговорить с поставщиками угля. И они изучают месторождение, где добывается казахский уголь, и они, значит, его находят ТО Майкубен Вест. И они с ними переводят, я вам скажу, тайные сепаратные переговоры. Почему тайные сепаратные переговоры? Потому что здесь условием по закупке тендера на ТЭЦ города Бишкек, там был вопрос о каменном угле. Я вам зачитаю, вот у меня и от его, сразу скажу, уважаемые журналисты, что
у нас тоже имеются коллеги, партнеры в Казахстане, которые они помогают нам некоторыми официальными документами. Вот у меня официальный документ на руках. Это заключение Уральской теплотехнической лаборатории, Южноуральской лаборатории, Челябинской лаборатории, где именно четко, ясно, значит, вот здесь есть заключение, где Майкопенский буроугольный бассейн, значит, его, где вот, включает это Шаптыкольский, Сарыкольское и Талдыкольское месторождение. Вот в Майкопенском угольном бассейне разрабатывается бурый уголь марки Б. И они дают заключение, где именно вот здесь вот написано, что именно качество майкопенского угля, который разрабатывает Майкопен-Вест, значит, влажность составляет 18%, выход летучих веществ 41-43%, содержание серы 0,46-0,62%, зольность 13-28% и теплота сгорания 3700 от 3700 до 4670 килокалорий. Почему это я обращаю внимание на качество? Потому что в тендере, в тендерной заявке, в тендерной документации там четко обозначено, что закупает каменный уголь марки D и DR и G. Значит, там низшая теплота сгорания составляет 5100. Естественно, значит, его, вот Майкопен-Вест никаким параметрам не подходит. Я еще более скажу. Дело в том, что это Майкопен-Вест уже на кыргызском рынке, она уже показала себя как очень плохой поставщик. Потому что вот у меня есть сертификаты, да, значит, качество, где, значит, его на бурый уголь они дают сертификат качества, да, и на каменный уголь. Сейчас что происходит? Коммерческий директор Ауэлектрической станции Кеменбек Имамов, они договариваются с Майкопен-Вест о том, что вместо каменного угля они будут поставлять бурый уголь. Естественно, они уже, значит, уже на стадии завершения, и поэтому здесь получается подлог документов. У них никогда не было каменного угля. Майкопе никогда каменного угля не было, они разрабатывали только бурый уголь. Я уже такие качественные характеристики я вам сказал. И поэтому, понимаете, почему я говорю, что именно угольная афера, вот в этом заключается угольная афера, в том, что вместо каменного угля будет поставлять бурый уголь и низшего качества. Дело в том, что в этом заключении написано, что Майкопенский уголь, она не является проектным. Она не сжигается на тепловых станциях, потому что у него не только высокий уровень зольности, влажности и выхода серы, но у них высокий уровень шлагообразования. Образует при сжигании, потому что в этом содержание в этом угле, бурого угля, там, значит, находится железо, халькопирит и пирит. И в процессе сжигания получается шлагообразование, и, значит, практически увеличивается расход, значит, по, значит, его сжиганию этих углей. Естественно, каменный уголь вместо бурый уголь вместо каменного угля нельзя поставлять. Потому что эффективность очень низкая будет. И мы все-таки все котлы, которые на ТЭЦ города Бишкек, если мы будем сжигать майкопенский уголь, то все котлы они выйдут из строя. Это будет колоссальный ущерб. И понимаете, получается, вот смотрите, при проведении третьего тендера получается, что вот этот даже Майкопен-Вест, который действительно является, она разрабатывает, но она разрабатывает этот бурый уголь. И когда вот мы Качкин Пулатовичем там были, тоже наблюдателем были, действительно было, мы тогда, значит, его обрадовались, сказали, вот наконец-то вот пришел к нам на рынок разработчик этого угля. Естественно, ценовая политика будет другая. И ценовая политика совсем другая. Дело в том, что они предложили, надав луговой, 23 миллиона 940 тысяч долларов. И получается, цена одной тонны угля, они предлагают по 38 долларов. Значит, планируемая сумма при проведении третьего тендера Ауэлектрической станции меняет 3 раза. Значит, первоначально, я вам говорю, было
первый тендер 1 миллиард 389 миллионов сомов. Второй тендер 1 миллиард 559 миллионов сомов. Третий тендер, они вначале ставят 2 миллиарда 17 миллионов сомов. И значит, в процессе проведения тендера они меняют эту сумму. И в окончательном итоге получается 2 миллиарда 22 миллиона сомов. Естественно, при проведении тендеров каждый раз она повышалась, тарифы. Но здесь что получается? Между планируемой суммой бюджета Аулетинской станции и которую вот Майкоба Вест предлагает, 23 миллиона 940, это получается разница 300 миллионов долларов, 300 миллионов сомов. Это сумма откат. Это, понимаете, однозначно это сумма отката. То, что имам Кемельбек хотел положить в карман, вот 300 миллионов сомов, понимаете? Это при том, что если 38 долларов, а средняя цена вот, по мониторингу получается 34 доллара, уважаемые журналисты. Итого получается еще 4 доллара, скажем, это по порядке еще 130 миллионов сомов. В общем итоге получается 430 миллионов сомов. Вот коммерческий директор хотел нанести ущерб государству. И он добился вот этого, я уверяю. И, понимаете, и поэтому я вот сказал же, почему у него, у Байкобинвест, почему плохой имидж в Кыргызстане. Потому что в 2011-2012 годах эта компания поставляла в Кыргызстан уголь. Они договаривались, что будет поставлять марки D, а фактически поставляли марки B. И отдельные компании кыргызстанские понесли убытки, большие убытки. Одна компания понесла 1 миллион 700 тысяч сомов понесла убытки из-за того, что Майкоба Вест не выполнила условия договора, вместо каменного угля поставила бурый уголь. На это есть соответствующие документы, уважаемые журналисты. Вот полностью есть. И еще буквально про кыргызстанский коммур, да? Вот 350 тысяч тонн. Почему? Мы сейчас хотим определить, кто все-таки виноват. А у станции говорит, что вот казахи виноваты при покупке угля на казахского угля, а при покупке местных кыргызских углей они обвиняют наши угледобывающие кыргызские компании. Я вам скажу однозначно, я неоднократно говорил, что 350 тысяч тонн угля с кавказского месторождения ни одно угольное предприятие Кыргызстана не поставит, потому что они столько не добывают. И поэтому я руководству Аулетинской станции предлагал, разделите на 5 частей, на 6 частей. Сделайте от 50 до 100 тысяч, чтобы каждый лот был. Они говорят, ссылается закон, статья номер 8 государственных закупках, закон о том, что нельзя делить значит, это лот на лоты. Это вид одного его угля, одной марки. Но я тогда предложил. Дело в том, что марка Б это общее понятие, это бурый уголь. Вот вы представьте, например, да, вот, например, мука, да? Но у муки бывают сорта разные. Первый сорт, второй сорт, третий сорт, высший сорт. И поэтому я предложил им, вы разделите лоты по сортам, по качеству. Естественно, можно было разделить БСШ, БР, БОМ. Естественно, если бы, значит, мы уменьшили бы объем этих лотов, да, не 350 тысяч, а по 50, по 100 тысяч, естественно, все компании, они бы участвовали бы, и была бы конкуренция. И такого вот срыва не было бы. Дело в том, что Аулетинские станции до сих пор не рассчитали за прошлогодние поставки кыргызским предприятиям. Они обвиняют в том, что вот кыргызские угольные предприятия не поставили, а в свое время они вовремя не заплатили. И поэтому, понимаете, вот они закупают 80 тысяч тонн без согласования, без проведения тендеров. Аулетинские станции нарушают закон о государственных закупках, статью 38, значит, покупки с одного источника. Дело в том, что в этой статье закона там сказано, что в крайних случаях только можно закупать из одного источника, только в форс-мажорных условиях и из-за непредвиденных обстоятельств. Здесь таких обстоятельств не было. Было четко определено, что на ТЭЦ города Бишкек нужно покупать 1 миллион 30 тысяч тонн угля. Но это практически нарушает законы. Дело в том, что, понимаете, уважаемые журналисты, да, вот тут очень много фактов, когда вот нарушается законы, да. И мы говорим, вот руководство Аулетинской станции, да, закупающая сторона, она
каждый раз нарушает законы о государственных закупках. Ведь надо же, наверное, все-таки привлекать к ответственности. Они и при покупке казахского угля они нарушают законы, они при покупке кыргызских углей нарушают законы. Я думаю, все-таки надо ставить, наверное, уже заслон и привлекать к уголовной ответственности тех лиц, которые отвечают за проведение тендеров. Здесь явно вина это коммерческого директора Аурлиевской станции Кемельбек Имамова. Это прямая. Понимаете? Дело в том, что я хочу сказать, что за ним тянется шлейф таких уголовных дел. Он когда еще в Кыргызстан-Комсомольске работал, он там столько наследил. И поэтому мы почему говорим уверенно, что надо привлечь к ответственности, да? Потому что у нас есть соответствующие документы по возбужденным углам и по возбуждаемым уголовным делам. И, значит, уважаемые, вкратце, небольшое заявление хотим сделать, да? Дело в том, что мы все-таки переговорили с общественными организациями, общественными деятелями. Дело в том, что мы говорим о борьбе с коррупцией. Практически на сегодняшний день борьба с коррупцией не ведется. Сейчас говорится о том, что о повышении тарифов, отключении трехфазных потребителей, уменьшение и введение лимитов, введение запретов. Я считаю, что вместе с тем введением лимитов, да, обязательно нужно ввести запрет на воровство и хищение в электрических станциях. А к этому вообще никто этим не занимается. Эти службы правоохранительные, АКС, вы знаете, что в МВД появились 5-е отделение, 10-е отделение, государственная служба по борьбе с финансами, злоупотреблением, да, а практически никого не ведется работа. Есть Министерство промышленности, да, электрические станции, которые должны бороться. Никто не ведет, потому что Артыкбаев заявляет, министр, что мы в том году 300 контролеров уволили, да, а фактически уволили простых исполнителей. А руководители, например, РЭСов, областных распредкомпаний, никто не понес наказание. И поэтому мы делаем небольшое заявление, уважаемые журналисты. Вы знаете, что лидеры фракции коалиционного большинства, Георгий Кнешев, вы знаете, что перед премьер-министром Жомарт Оторбаевым они поставили ультиматум. 12 руководителей по восстановлению и строительству объектов Орской и Джалабадской областей, 12 чиновников они объявили о том, чтобы они снялись с работы. Уже половина из них снята. И поэтому мы, Оторбаеву, мы не будем пока предъявлять претензии, и поэтому мы в Министерстве промышленности и Фонда госимущества, возможно, ставим ультиматум, ставим предложение, что до 1 октября именно тех людей, которые работали при Шишове и Акаеве, чтобы были все устранены. И что до 1 октября был именно сейчас основной вдохновитель и продолжатель коррупционных схем АО-станции является именно Кемельбек Имамов. И мы говорим, до 1 октября, если вы не сниметесь с работы, то мы 1 октября 2014 года, то мы вынуждены будем провести митинг, провести акцию, мы будем объявлять именно шишовских людей, которые работают не только в электрических станциях, но в НЭСКе, в Чакангесте и в других энергопредприятиях. И мы обнародуем факты о том, что коммерческий директор сколько дал Фонд госимущества и лидеры фракции коалиционного большинства для того, чтобы стать коммерческим директором. Уважаемые журналисты, я вам скажу, что на протяжении 23 лет суверенного государства Кыргызстан в АО электрической станции Кыргызэнерго не было коммерческого директора. Это коммерческий директор, это политическая должность стала. Именно поставили лидеры фракции для того, чтобы там, его финансовый поток, черный финансовый поток, теневой финансовый поток направить в отдельное русло, направить его отдельные партийные кассы отдельных партий. Поэтому, уважаемые журналисты, вкратце то, что мы хотели сказать, но за такое время невозможно практически.
Жо мен дегенде мындай да многу АО станциянын жетекчилиги ошо тиги июлдун акырында ошо тиги Казакстанга барып ошо кээрки мекемелер менен сүйлөшүп келген. Ошо Майкоба Вест компания менен түздөн түз сүйлөшүп, ошо эң азыр аз каражат сумманы берип атат, 23 миллион доллар, 23 миллион доллар. Ошо негизинде булар ошо тиги бул АО станция жетекчилери ошо менен түздөн түз договор түзүп, ошолор менен түздөн түз иштеп, ошо 630 миң тонна Казакстан Майкоба Весттен көмүр алабыз дегендей ошо тиги сунуш кылып атат, ошону азыр колдошуп атат. Мен айтып атам, бул Майкоба Весттен ошо тиги бул таш көмүр аерде казылбайт, аерде тиги бур угул казылат, күрөң көмүр казылат. Ошо негизинде ошо тиги күрөң көмүрүнүн сапаты да өтө төмөн, баазы да төмөн болот, но тилек каршы бул ТЭЦ Бишкек жылуулук станцияга бул ошо тиги тендердин баягы документин ылайык ошо таш көмүр келинсин деп ошол жерде жарыялаган. А негизинде бу жерде ошо түздөн түз бу жерден байланыш болуп, ошо тиги айырмасы тиги АО станциянын баягы каражат бөлүнгөн каражат менен Майкоба Весттин баягы бере турган көмүрдүн баазын салыштырсак, ошону 300 миллион сомдон ашык ошо тиги айырма болуп атат. Ошону тиги түздөн түз могу ОСО Прогресс компания айтабыз. Түздөн түз булар экинчи тендер болгондон кийин түздөн түз договор түзүп, ошо негизинде 300 миллион сомду булар тиги чөнтөгүнө салабыз деген бир ой болгон булар. Договор түзүп бардыгын, но тиги Министерство финансова каршы чыгып, ошону тиги жокко чыгарган. А тилек булар договор түзүп, уже көмүрдү ала баштаган. Ошондо зыян мамлекетибизге, элибизге 300 миллиондон ашык тиги сом акча каражат зыян тартмак. Комиссиянын мүчөсү болуп мына биз жергечи уш жерге мына 3-4 раз келип атабыз. Биз какшап айтып атабыз. Бирок мамлекет бир да чара көрбөй атпайбы? Ошол эле күч структура жанагы АКС, Финполиция, ана милицияда, ана тияк биякта бар, налоговый, жосу прокуратура текшериш керек эле да. Эчтеке текшербей атпайбы? Демек мамлекет коррупцияга батып атпайбы? Ана мынакей Артыкбаев электроэнергиянын баасын көбөйтөбүз, анын кесебиз, өкмөттөгү аз чаккыла тиги кылгыла дейт. А бирок бир акчаны жеп атканды, мыйзамсыз иш болуп аткандарды бир чара колдонуш керек да. Же текшербей атышпайбы? Бүт эле ууруга кетип атпайбы? Баары эле ууру болуп. Анын акчанын баары тең уурдалбаса, анын эртең күнү силер деле уурайсыңар. Свет жок болгондо. Баары тең өчөт. Эртең күнү татаал күн болуп атпайбы? А мунун баасын, например, тиги светтин баасын көтөргөндө көтөрө эле берет, бияк жейле да берет, жейле берет. Токтобойт да, бесконечный да. Анын ошончо сумманы акчаны бир киши жеп аткан туура эмес да. Мына биз айтып атабыз, ушундай коррупция болуп атат, ушундай болуп атат деп жер дагы жазбайт. Акпресс дагы бизге каршы болуп, кээ бирде эмес страничкасына койбой атпайт. Журналисттер өзүңөр дагы мына Бишкек Поскана өткөндө чындыкты жазды. Seksen tondan öz erki menен эле сатып алган. Бул бу жерде толугу менен мыйзам бузулуулар болот. Мен сизге айтпадымбы, тиги 38 беренесине ылайык тиги мамлекеттик сатып алуу мыйзам негизинде ошо мыйзам бузулуп атат. Түздөн түз. Не дегенде булар мыйзам бузуп келип аткан. Азды бузуп атат. Не дегенде эч ким тоготпойт. Өкмөт тоготпойт, жогорку кеңеш тоготпойт. Не дегенде буларды мен сизге айтып атам, мына лидер фракциялар буларды колдоп атат, булар бардыгынчы. Ошо баягы каражаттар, баягы тиги чөнтөккө түшкөн каражаттар баягы тиги үнөмдөн ордуна кайта көбөйтүп атпайбы? Ошо зыян келтирген ошо акчаларды кайта ошо тиги чөнтөк кээбирки мамлекеттик кызматкерлерге чөнтөгүнө кетип атпайбы? Биз айтабыз, 300 миллионду мына биз аныктап бердик, мына 300 миллион сом айырма болуп атат. Чөнтөгүнө салмак буларчы. Анан да, уважаемый, я хочу добавить, дело в том, что вот Качкин Пулатов, он был членом тендерной комиссии по закупке 630 тысяч тонн угля марки D, казахского угля. Когда первый раз прошел, и он сказал свое особое мнение,
особое мнение, что он против того, что, значит, посреднические компании участвовали в его, и там идет большие нарушения. Его выгнали оттуда, понимаете? Поставили других, которые вообще даже не имеют понятия об угле, не имеют понятия. И еще вам скажу, что аэроэлектрические станции производят подкуп, можете написать, подкуп членов тендерной комиссии. Они платят деньги им, понимаете, для того, чтобы они подписали к его заключение тендерной комиссии. Есть факты у меня? Есть у меня факты? Представим. Вот он, представитель сидит всего. Кто получал, как получал, воочию мы видели. Мы там все изучили, как делается тендер, что делается. Там это не тендер, это просто подпись. Подписываешь и все, больше ничего не делается. И документы уносят, только при вскрытии участвуешь, а в дальнейшем не участвуешь. И такие тендеры в электрическом станции около 1000 проходят. Уже ты без Biz mına tender ötközüp atkanda жөнлөк кагазды ачып берген гана участвовать этесиң. Мен аны атайын изучать еттим. Андан кийин бүттү, документ алып кетишет. Андан кийин бүткөндөн кийин байке тиги өттү дейт, же болбосо айтпайт. Болду, өтүп кетти. Бул жөнөкөй эле бир фарш да, фас, мындай бир фальсификация. Бир эле компания, Прогресс компаниянын интереси менен эле ал уже 4-5 өзү компанияны түзүп койгон башка. Ошолар участвовать этет деп коет. Анан кийин эч ким участвовать этет. Любой тендерде бирөө болот экен да, андан кийин кошумча экөөнү өзү регистрация кылып койгон фирма бир үйлөрдө офиске регистрация болгон. Болду, ошону эле эметет дагы өзүлөрүнүн ичарада эле акчаны жеп жатышат. Мисалы бул стакан 10 сом болсо, булар 100 сомдон коюп эле жей беришет. Нет, дело в том, что, понимаете, там... Казахстанского, сейчас можно закончить? Это первый вопрос, казахстанского угля. И относительно второй вопрос, это, то есть уже тендер завершен по покупке казахского бурового угля, да? То есть они будут поставлять сюда? Нет, они не имеют права поставлять. Дело в том, что в тендерной заявке, значит, в тендерной документации, там установлено, что АО электрические станции, как закупающая организация, они покупают 630 тысяч тонн угля, не казахского, а марки Д, каменного угля. И поэтому, понимаете, они вместо каменного угля, АО станции и Майкубанвенст, они провели сепаратные переговоры секретные. Они хотят поставлять вместо каменного угля марки Д, ДР, они хотят поставить бурый уголь марки Б. Откуда? Потому что я вам сказал, что в Майкубенском буроугольном месторождении, где вот от его Майкуба-Венст разрабатывает, там нету каменного угля. Где это? Территория Казахстана? Это Республика Казахстан, Павлодарская область. То есть это казахстанский уголь, правильно? Казахстанский уголь, да. Они хотят, значит, казахстанский уголь, бурый уголь, значит, купить как каменный уголь, понимаете? Естественно, бурый уголь, он дешевле. И у него качественные показательства намного хуже, понимаете? И то, что они, значит, параметры заложили, теплоту сгорания 5100, а здесь в этих заключениях, да, нету 5100, 3700, 4600 получается, понимаете? И в любом случае она не подходит параметрам, которые мы должны сжигать на ТЭЦ города Бишкек, потому что эти угли, они не рассчитаны на котлы, которые, значит, у нас должны сжигаться. Они выиграли тендер, правильно? Нет, еще не выиграли они тендер. Но это руководство, каменский директор АО электрической станции, Кемербек Имамов, он лоббирует, понимаете? Он лоббирует, он хочет купить этот уголь, хочет купить. То есть, грубо говоря, ложный тендер проводится. Да потому что, понимаете, там вот я вам скажу, да, самый большой тендер, который проходит в Кыргызстане, да, самый дорогой тендер, это есть покупка 630 тысяч угля, где заложено 2 миллиарда 22 миллиона сомов. Это порядке заложено там 30 миллионов долларов заложено, понимаете? И оно считается самым дорогим, самым большим тендером в Кыргызстане. И это там, под залог Камбарата. Нет, еще залога нет еще. Ну, Они не могут, потому что что еще, понимаете, они вот проводят тендера, да, но у них источник финансирования нет, они не знают, откуда деньги взять.
Дело в том, что они в том году закладывали Камбаратинус ГЭС-2 заложили. ТЭЦ города Бишкек, они заложены в этом, они находятся, в залоге находятся. И поэтому они не знают, что делать, что закладывать. Потому что никакой банк без залога денег им не дает. Сразу вопрос, тогда, получается, казахстанские компании тоже в коррупции участвуют? Да, конечно, в коррупции участвуют. Да, они в коррупции, потому что, понимаете, если закупающая организация, да, например, без сатуалзакчи, без учета таза, айкын өткізсекші, біз аға жол бербейміз да. Мы не дадим, вот понимаете, закупающая организация, она заинтересована в этих схемах, понимаете? Если вот, например, я не заинтересован, вы, значит, поставщик, вы не сможете поставить свое оборудование, вы не сможете меня обмануть. Потому что я скажу, нет, мне нужен каменный уголь, блин, вот такой, по такой цене, по другой цене я не куплю. И потому что закупающая сторона, она, понимаете, заинтересована вот в этих коррупционных схемах, понимаете? Я вам говорю, вот это разница составляет от 6 до 8 миллионов долларов, понимаете? Они хотят в карман положить. Понимаете, руководство электрической станции, этот Каменский, хочет в карман положить 6 миллионов долларов, 8 миллионов долларов. Карман хочет положить, понимаете? А здесь, понимаете, 5 миллионов, там, президент там у всех там ходит, просит там клянчить деньги, блин. Это разве правильно? Это разве правильная политика? Я считаю, неправильная политика. Потому что вот его хотят поднять тарифы на электроэнергию. Подняли тарифы на горячую воду. Подняли тарифы на отопление, подняли. Мы говорим, надо прежде всего, вот эти их всех надо уничтожить, надо всех убрать, которые работали при Шишове, при шишовских людей, при Акае Бакиев. Мы их всех знаем. Мы им говорим, вот почему младшим говорим, вот уважаемая генеральная прокуратура, вот вам документы, да, или АКС. Мы говорим, вот документы, вот они вот такое нарушение сделали. Они берут. Я вам честно скажу, вот АКС я неоднократно обращался, и документы давал, да. АКС, кыргызский вот. АКС, созданная антикоррупционная служба при Государственной национальной безопасности комитете, да. И такие, они говорят, Баки, мы проверили, там все нормально, говорят. Да я знаю, там они получили, обезжирили, там получили с них денег, понимаешь? Я потом говорю, да нет, Баки, там, а потом обращаются, а какой смысл? И поэтому мы сделаем, просто понимаете, мы сделаем митинг сделаем, акции протеста сделаем. Потому что к этому все идет. А никакой борьбы коррупции нету, имитация идет. Так не должно быть. Потому что если мы, прежде всего, людей, которые именно проворачивают серые схемы, если мы их уберем, уменьшится, понимаете, воровство, хищение. Это однозначно. Естественно, понимаете, нужно принимать меры к этим людям, да. Наравне с повышением тарифов надо и бороться с коррупцией, уменьшать степень коррупции. А если мы так не будем делать, потому что мы повысим тарифы на электроэнергию, на тепло, на горячую воду, на холодную воду, естественно, этот уровень коррупции, она все опять на 10-20% поднимется, на который мы подняли тариф. Там ничего не изменится. По проверке счетной палаты, да, там можно около 100-120 уголовных дел у вас будет по электрической станции. По проверке счетной палаты. Ни одно уголовное дело же еще не у вас будет. Потому что все закрывается. Потому что, видите, у нас есть копии, уважаемые, потому что... Я представитель казахстанской прессы, Казинформ Керик Искалиев. Означает ли, вот вы сказали, что представители Майкуба, которые готовы поставить кыргызским потребителям бурый уголь, пытаются ли они, допустим, как-то подменить документацию и показать, выдать бурый уголь за каменный? Первый вопрос. Вопрос второй. Вы сказали, что в этой коррупционной схеме замешано казахстанское угольное предприятие. Как известно, хлеб за животом не ходит. Майкуба продает уголь тем, кто хочет его приобрести. В чем здесь вина казахстанских производителей? Если они не пытаются под видом, допустим, каменного угля продать уголь. Вот у меня такой вопрос. Я отвечаю конкретно на ваш вопрос. Вот у меня есть 2 сертификата. Один сертификат на бурый уголь, один сертификат на каменный уголь. У меня есть заключение, в которое я верю. Здесь 5 институтов дают заключение
именно по качеству угля Майкубенского значит, буроугольного бассейна, где именно вот работает Майкубан Вест работает, от его Шаптыкольская они месторождение разрабатывают, Павлодарская область, Баянаульский район, понимаете? Здесь четко написано, что там нету каменного угля, здесь бурый уголь. Но здесь вопрос стоит, что закупающая сторона Аультрийской станции, она закупает уголь, каменный уголь марки D и DR. Это две разные вещи. Естественно, понимаете, я почему об этом сказал, потому что, почему плохой имидж, потому что у меня есть данные, что Майкубен Вест из-за своей деятельности, из-за того, чтобы они должны были поставить каменный уголь, они поставили бурый уголь, пострадали, наши кыргызские компании пострадали. Но кто заключал этот договор? Майкуба Вест же не может привести и сказать, вот, пожалуйста. Видимо, наверное, кыргызские поставщики сами покупали. Нет, там в договоре было указано, что Майкуба Вест будет поставлять уголь, каменный уголь марки ДДР. Понимаете? Вы поняли, да? Они вместо Д, они делают подлог документов. Я докажу вам. Вот он, каменный уголь, они делают подлог документов. Это киргизские. И они поставляют вместо каменного угля, поставляют бурый уголь, поставляют, понимаете? А если, например, кто вот разбирается в этом угле, да, меня все обвиняют, что я угольщик. Спасибо, вы поняли. Я 20 лет проработал. Потребление угля Д больше, чем бурого, это понятно. Спасибо большое. И поэтому, понимаете, если бы было бы, Аустанция купала бурый уголь, да, бурый уголь, там проблем не было бы, понимаете? Я бы, наоборот, вот тогда, когда было такие вот, Качкин Пулатович, он подтвердит, я сказал тогда, как тендерная комиссия сделала, я говорю, наконец-то, пришли, говорю, который добывает уголь, блин. Я говорю, хорошо, молодцы, познакомился с ними. А потом выясняется, что они вот таким делом занимаются. Если вместо каменного угля поставлять бурый уголь. Если бурый уголь поставлять будет, у меня к ним претензий вообще не будет, понимаете? Хотя качественные показатели, да, качественные, очень низкие. Поэтому, вот, понимаете, вот у меня документы есть, понимаете. Я вам говорю же, что казахские партнеры, коллеги, да, у меня много коллег и в России, и в Казахстане, да, они вот помогают мне своими документами. Извините, вопрос тогда. Вы говорите, что по $38 они собираются закупать, но по факту будет по 34, правильно? Нет. $4 куда идет? Нет. Вы правильно поймите, Майкубен Вест компания, Майкубен Вест, она предлагает 1 тонну угля на ДАФ Лугрой по $38. Вот смотрите, они 23 миллиона 800, я вам скажу, значит, 23, где они там, третий тендер, 23 миллиона 940 тысяч долларов предлагает на ДАФ Луговой. Если вы разделите на 630 тысяч тонн угля, получается 1 тонна, получает $38 на ДАФ Луговой. Но, понимаете, это не окончательная цена. А в рыночная цена по мониторингу, мы мониторинг делаем, понимаете, средняя цена на ДАФ Луговой $34. Можно было еще на $4 спросить. Понимаете, если бы действительно, это был бы действительно вместо бурого угля каменный уголь был, я поддержал бы эту идею. Потому что здесь экономится 300 миллионов сомов экономится, понимаете, которые должны были в карман упасть чиновникам, они остаются у государства, понимаете? 38 долларов 1 тонна. А фактически средняя цена по мониторингу, понимаете, вот приходят же туда, растамаживает. Мы же знаем, что там, значит, Кыргызстан завозит не только Progress Company, там и остальные. Другие частные компании, наши компании, завозят уголь, и у них на $34 на ДАФ Луговая получается, понимаете? И здесь получается, я вам скажу, что в порядке $14 на станции Аламедин. $14 добавляется, уважаемые журналисты. Значит, там, значит, НДС 12%, вы знаете, да, и его 0,03 это таможенный сбор, таможенная пошлина и транспортировка. Транспортировка от Луговой до станции Аламедин составляет порядка $8-9. И общей сложности получается со всеми налогами, со всеми, значит, транспортными расходами на станции Аламедин еще добавляется $14.70. И вот можете посчитать, понимаете? Можете посчитать.
Поэтому, понимаете, от кого, ну а как эти вот казахские компании являются не резидентом Кыргызстана, естественно, расчет производится на границе. Потому что они не плательщики НДС по Кыргызстану. Они не имеют права растамажить наш товар, свой товар. Естественно, они ставят цену на ДАФ Луговая на границе Кыргызстана с Казахстаном. И поэтому, понимаете, вот, уже, понимаете, вот факты налицо, да? Вот третий тендер состоялся. И значит, есть производители, которые могут поставлять по $38. Ошон біз айтып келе жатабыз, урматтуу журналисттер. Пайсап келе жатабыз. Кыйкырып атабыз, мына $34 алса болот му еді? Мен үшін $42. Ар бир доллардан $8 булар жешип атат да, буларчы. Түзден түз. Алар мына тиги мен силерге айтам, мына тиги чындыгынан биз силерге айтабыз, мына ортомчул компания депчи. Мына башталыштан 3 компания качып атпайбы? Прогресс компания, бу Кыргызстандын ортомчул компаниясы, анан Дарстан көмүр деген, анан Адалин. Ошо Дарстан көмүр менен Адалин бул баягы бул түзден түз баягы атайын качып туруп аткан эме компания. Не дегенде мынагу 3 жолу тендер болгондо булардын баягы бааларын өзгөрткөн жок. Мынагу Прогресс компания 3-чү тендер болгондо $1 миллион азайтып атат. Ошондо мына силерге айтам, мынагу сунуштап аткан компаниялар, мынагу Дарстан көмүр, ошо Дарстан көмүр $42 сунуштап атат. Бул эме Адалин болсо $50, и Дарстан көмүр $52 сунуштап атат. Бул баягы чегарадачы. А мынагу тиги Прогресс компания $43 сунуштап атат. А булар болсо мынагу акыркы жолу Маркобен Вест деген $38 сунуштап атат. Если в Казахстане, очень Казахстанда аябай көп көмір өндүрүүчүлөр. Бирок ошолорду катыштырбай атпайбы? Катыштырбай атат да, булар тандап сүйлөшүп откат бере турган фирманы таап атышпайбы? А эгерде добросовестный эме болсо, Казакстанда аябай көп фирмалар, ошолордун баарын катыштырса болор беле. Эч качан бир изучать этип, Казакстанда мониторинг жүргүзгөн эмес электрический станция. Кайсы кандай көмүр табат, кандай көмүрдүн качествосу кандай фирмалар бар, кандай удобный мындай тиги эмеге көмүр поставка кылган. Андайды изилдеген эмес. Булар жөн эле ким откат берет истейт. Же болсо казак мына киченекей Кыргызстанда 26 компания бар бул кара кечеде. А Казакстанда бир 100-200 болуш керек, Казакстан көмүрдүн ордосунда. Ошолорго барбайт такыр. Анткени алар эң арзан, эң каякта ким откат кайра берет, тааныш издеп жүргөн болуп атпайбы. Бул жерде мындай айтканда Кыргыздын элине чыккынчылык кылып атышат да. Жеп атат да мынакей өзүңөр ойлоп алачы. Эртең күнү карапайым эл, кемпир, эмелер ошолордун пенсиясына кирип атышпайбы булар жөнтөгүнө? Өзүңөр ойлоп койсоңор, мынагу качкын Болатович айтып кетти. 1000ден ашык жылына АО станция тендер өткөзөт да. Тендер 1000ден ашык. Бурама, сурама Бардыгына өткөзөт. Анан кийин дагы берде баягы мамлекет сатып алуу мыйзамында жазылган. Не дегенде ар бир шарт менен алынышат да. Но азыр мынагу эме деп коет, торги неограниченным участием претендентов. Анан кийин тиги атайын тиги баягы айтып атпайбызбы, бир булактан алат деген деген эме бар, тиги шарттар бар. Ошо негизинде ошо шарттар менен ар бир шарттарга ылайык 1000ден ашык тендер өткөзүлөт. Биз мынагу болгон 2 тендерди айтып атабыз бизчи. 630 000 тоннага. 630 000 тоннадан 300 миллион сомду жеп калса, 1000 тендерден канча сом жеп калышат? 2 миллиарддан сомдон ашык жешип атат буларчы. Анан кантип андан кийин тиги бардыгы эле ошо тиги төлөмдөр бар эле карапайым элинен ошо тиги теризинен сыйрылат. Бардыгы эле карапайым эл төлөйт. А тиги баягы тиги мамлекеттик кызматкерлер эч качан төлөбөйт аны. Бар эле баягы тиги жөнөкөй жарандар, баягы эле пенсионерлер баягы тиги эмелер төлөйт, тиги карапайым эл төлөйт. А булар болсо тиги биз эмне үчүн мынагу биз азыр кыйкырып атабыз? Не дегенде биздин кыйкырып атканыбыз себеби бар. Не дегенде булардын канча имараты бар,
кандай машина иймет, каерде жашайт, кыздары, балдары каерде окуйт. Ушулардын мына тиги мамлекеттик кызматкерлердин, мына тигилердинчи кыздары, балдары Лондондо окуп атат. Абети тамак ичкен абети 80-тен 100 фунт стерлингге чейин. Өзүңүз ойлоп көрдүңүз, фунт стерлинг деген биз көбүз көргөн эмеспиз анычы. Ошо балдары ошо жерде окуп, ошо жерде тиги биздин эмебиздин эсебинен жыргашып атат маймаңдашып. А эмне үчүн биздин балдар маймаңдашып керек? А эмне үчүн биздин балдар ошо жерде окубаш керек? Эмне дегенде бул туура эмес, ошон үчүн баягы тиги калыстык, акыйкаттык болуш керек да, урматтуу журналисттер. Ана кантип анан кийин тиги тияктан 300 миллион сом, бияктан 500 миллион сом жулуп качсандан кийин тиги ана кантип өнүгөбүз? Өнүкпөйбүз, өспөйбүз. 80 миң тоннаны бу кара кечеден көмүр алынды. 80 миң тонн. Тендер да өткөн жок, эчтеке. Бул мыйзамсыз. Бул эгерде бир катастрофа, бир аламат болуп кетсе, анда алганга туура келет. А булар өз эрки менен эле тесте көмүр калбагандык окуй алыш керек деп 80 миң тонна көмүрдү өзлөрү алышты. Ал естественно кайсы фирма эмеден карьерден алып атат, алар откат акча берет. Кайра мен айланып кетем, мен көмүр паста эреже боюнча тендермен алыш керек да. А мыйзамында бар. Эми булар биз аябай өтө керектүү болуп калганда айла алдык дейт. Өтө керектүү болгондо мыйзамда жазылып атат. Бир вулкан болуп, жер титиреп, же болбосо аламат болсо, анда сатып алса болот деп. Бир аябай бир өтө керектүү болуп калат. А буякта аламат болбой эле жөн эле электрический станциялардын жеке кызыкчылыгы болуп, тендер өткөрбөй жанагынтип урдайбыз дегенде биз жол тосуп атабыз да. Тиги 2-3 жолу өтпөй калды да. Биз ошолорду айтпасак булар эч жак эле тендерди өтүп кетмек. Мына мисалы быйылчы өтүп кетмек эгерде биз буяка айтпасак. Жоксу мунун жылда айтпайчы эч ким өтүп эле атпады. Акчаны жеп атышат. Эман ал чечилерек алмасын. Ал чечилерек. Деме тиги ал эманы уруксат бериш керек да, өкмөт уруксат бериш керек. А эмне дегенде өкмөт тиги буйругу менен мыйзамды жокко чыгара албайт. Мыйзам негизинде иштеш керек. Эмне дегенде ошондой кылса биз тиги өкмөткөн биз сотко беребиз. Эмне дегенде мыйзамды бузганга эч ким эмеге тиги жок, эме тиги андай укугу жок. Анда айтып коткон нерсе мына Казакстан менен биздин баягы тиги жолдошторубуз бар, бир оконду баягы эмелерибиз бар, досторубуз бар. Ошолор айтып атат. Биз эле катышат элек. Но тиги Кемелбек Имамов деген бар экен депчи, ошол аркылуу барыш керек деп атпайбы? Биз арзан берет элек депчи. Ага барып жолугуп, анан кийин тигинде канча акча бересиң, анан үстүнө канча шап көрөсүң деп сурап атат деп. Ошо негизинде биз келбей койт деп атпайчы. Анан булар эле барып иштеп эле анан кийин тиги эми өзүңөр булар өздөрү иштеп атат да, барып иштеп, силер бизге канча акча бересиңер? Бизге мына үстүнөн майли биз баягы күрөң таш көмүрлөрүнө күрөң көмүр алайлык, үстүнө канча акча кошуп бересиңер деп барып сүйлөшүп атпайбы? Буларды камамайынчачы, булардын баардын текезинен камамайынчачы, четтебезде камабасак биз оңолбойбуз. Мына силерге ачык айтып коеюн. Мына азыр мына бүгүнкү күндө Жоморт Атарбаевдагы энергетика өнөр жай министрлиги Артыкбаев айтып атат. Суудун аздыгы депчи. Жаратылыштын негизинде жаратылышын ойлоп депчи. Эми чындыгында ушундай болуп атпайбы? Ал